Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я вас вітаю на новому випуску нашої програми «Непроста історія». У нас у гостях доктор історичних наук Олександр Груша, який раніше працював директором наукової бібліотеки і редагував колективні праці, зборники артикулів, присвячені дослідженням Францишка Скорини і його спадщини. І мені подається, що постать Скорини – це, мабуть, саме енігматична постать білоруської історії, і ми зараз у нашій розмові спробуємо до неї поступитися. У свій час, коли я працював у Інституті соціології Національної академії наук Білорусі, то ми проводили слышне дослідження. Це був, коли не помиляюся, 2008 год. І ставилося питання про найбільш значную постать у історії Білорусі, і на перше місце з великим відривом вийшов Франциск Скорина. Це постать, яка, мабуть, стала символом єдиної білоруської нації, тому що вона об'єднує всіх. Так, тут нема ніяких поділів. І от тут я хотів би згадати про те, що недавно була опублікований артикул у зборнику, який ви ж редагували, по дослідженню Франциска Скорини, дослідчика з Литви, Чехії Іллі Лемешкіна, який поспробував інтерпретувати цей відомий автопортрет Скорини як криницю до його біографії, і він пропонує радикально переглядіти дату народження Франциска Скорини, і Ілля Лемешкін пропонує радикально переглядіти цей автопортрет і повеличити зрост Скорини, перенести його на раніший час. Ось чому, ті погоджаєтеся з цією інтерпретацією, і чому ось ця гіпотеза не була прийнята академічною супольністю? Мені здається, що хутчэй резко відмовно сприйняли ось цю ідею про повеличення зросту Скорини. Вы своим вводным словом задали такой очень серьезный контекст, начиная от образа Скорины, который существует и в социально организованной памяти, и в тех исследованиях, которые принадлежат профессиональным ученым. Да, действительно, надо сказать, что Скорина, если вот так слегка реагировать на этот широкий контекст, образ Скорины, он, в принципе, эксплуатируется в таком широком сознании немножечко меньше. Это все-таки где-то с 20-х годов 20-го столетия, тогда, когда на политической карте появилась Беларусь, БССР, и тогда, когда возникла действительно необходимость, я бы не сказал конструирования, поиска каких-то образов исторических в истории, собственно, Белоруссии, то есть той истории, которая была, на которую не претендовали наши соседи с севера, юга, запада, востока, то есть бесспорный образ. Вот тогда этот образ и стал создаваться. Как и всякий образ исторической памяти, конечно, с каждой эпохой, со сменой каких-то курсов, в том числе идеологических курсов, этот образ меняется. Поэтому я немножечко даже занимался историей этого образа, поэтому могу с уверенностью сказать, что это где-то 20-е годы. От 20-х лет 20-го столетия, вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до последней даты, которая послужила поводом вновь обратиться к образу Скорины, это 2017 год. Да, действительно, это первый портрет, если возвращаться, собственно, к теме проблем, к проблеме портрета. Это первый портрет, светский портрет, и это признают знатоки книгопечатных изданий. Причем не наши белорусские, чешский историк Петр Войт, он с высоты своего авторитета он прямо заявил, что это действительно первый портрет, который появился в книгопечатных изданиях. То есть, в данном случае... Але мова йде про який регіон? Вообще европейский регион. Тобто, тому перше
Автопортрет друкованных виданий в всей Европе? Да, именно так. Точнее как, до этого были портреты, но эти портреты были слишком такие обобщающие, неузнаваемые, такие стандартные, можно видеть только контуры или какой-то определенный стандарт вид, например, взять ту же хроник Хармана Шеделя, там очень много образов, но эти образы, они все стандартные, все на одно лицо. Вот. Может быть, немножко в других одеяниях, подписаны иначе, то есть эта подпись ориентирует, указывает, какая идентификация этого образа. Но вот такой портрет, который бы содержал черты реального человека, это действительно первый. И тем более это первый портрет, автопортрет, который изображал в данном случае переводчика и писателя Франциско Скорина. Поскольку это действительно уникальный портрет, к нему приковано внимание очень давно, с первых работ, с первой серьезной работы, посвященной Франциску Скорине Владимирова. Споры относительно даты рождения, поскольку Скорина стал действительно очень мощным образом социально-культурной памяти, появились уже сразу, как только ученые, профессиональные ученые стали ставить вопросы и пытаться на них ответить. Но, как показывает практика, они какое-то время утихли. Но вот благодаря Лиле Мешкину вновь появился повод поразмышлять о том, да, действительно, когда родился Скорина. Ілля Мешкін прапановує інтерпретувати монограму як кількість гадоў Скорини, так, і таким чином тоді ми можемо визначати, відповідно, коли він народився, так? Я понимаю суть вопроса. Да. На чем основывается его гипотеза? Его гипотеза основывается на том, что действительно в это время в чешской живописи действительно существовала практика указывать не только дату, когда появился этот портрет, но также и, я не скажу, что очень часто, но существовала такая практика, но и указывать возраст изображаемого лица. Лемешкин попытался достаточно успешно связать тот образ, который создал Скорина, то есть его автопортрет, включить ее в какие-то тренды именно того времени. Вот. Ну, действительно, Скорина работал в Праге, в Чехии. Бесспорно, он был податлив на различные влияния, он синтезировал эти влияния, он выражал эти влияния в своем творчестве. Вот на основе этого и возникла эта гипотеза. Уточню. Дело в том, что внизу портрета, точнее вверху портрета есть указание даты, когда была напечатана эта книга. Внизу вязью подписано имя того человека, который изображен на портрете, Франциско Скорина. А слева от этой подписи есть одна очень загадочная монограмма, над которой бьются исследователи очень давно, которая очень похожа на соединение двух-трех в разном порядке букв. Ее трактовали по-разному. И МП, и МТЗ, и ЗТМ, и так далее, и так далее. Илья Лемешкин предлагает увидеть в этой монографии кириллические 40. Да, в этой монографии кириллические 40 и семерку. Дело в том, что в кириллице 40 изображалось при помощи буквы М, а семерка в виде буквы Земля, З современная. Он расшифровывает это как 47, то есть вверху 1517 год, дата создания портрета, внизу возраст портретируемого лица, вот, которому 47. То есть это 1470 год. Ну, получается так, 1517, отнимаем 47, получается 1470 год. Иначе говоря, мы видим точную дату создания этой самой книги и точный возраст того лица, который издал эту книгу и который поместил в эту книгу свой портрет. Илья Лемешкин является единственным исследователем, который вот эту точку зрения, свою точку зрения и поддерживает. Потому так, что... но вы же опубликовали его артикул. Да, дело в том, что я был редактором, и моя задача заключалась, я об этом писал в каждом из предисловий,
содействовать всяким смелым, новаторским, продуктивным идеям. И поэтому даже если эта идея в какой-то степени фантастичная, вот, но при этом опирается на какие-то факты, аргументы, я не мог отказать, естественно, автору опубликовать его точку зрения, потому что у Лилии Мешкиной, например, есть предположение, изложено в форме утверждения, что Франциск Скорина, его звали даже не Франциск Скорина, а Франциск Скорин. Скорин, есть и такая версия. У этой гипотезы Лилии Мешкиной есть один нюанс. Тогда, когда он готовил эту статью, мы переписывались лично, вот, и я указывал на один недостаток этой гипотезы. Дело в том, что эта монограмма составлена таким образом, что там должна читаться еще третья буква. Вот. То есть М большая и С, они как бы переплетаются между собой. Вот, причем верхняя перекладина С, она образует перекладину, которая проходит через М. То есть создатель этой монограммы хотел, чтобы читатель увидел еще какую-то букву. Вот, это может быть П кириллическая, это может быть Т. Вот. Но, если честно, я даже не могу сказать. Я тоже вглядывался в эту монограмму очень много. Пока увидеть третью букву я не в состоянии. Вот. Хотя некоторые подходы к этой проблеме, например, поиска в этой монографии расшифровки фамилии и имени резчика, попробовать ее расшифровать с точки зрения тех номинаций, тех имен, тех прозвищ фамилий, которые существуют сейчас в науке, попытаться ее расшифровать. Например, тот же Петр Войт, он предположил, что монографию мог оставить мюнхенский резчик по дереву, который мог быть создателем этой гравюры, которого звали Матеус Засингер. Вот. Почему бы и нет, собственно говоря. Но он сразу отказался от развития этого положения, и своей какой-то версии не предположил. Иначе говоря, если возвратиться к этой немножко нашумевшей гипотезе, я лично, человек, который имеет определенное познание в палеографии, я не смог увидеть там исключительно две буквы. Я вижу, что там есть, в этом плетении присутствует третья буква, но назвать эту букву не могу. Следовательно, это ще остається тільки на уровне гипотезы, да. и там она непонятна экономичной сапольностью. Конечно. Понимаете, еще какой момент. Дело в том, что если бы он, это уже если говорить о стиле, допустим, о способе, о форме изображений на самом портрете. Если бы Скорина хотел донести свой возраст, он бы это сделал в виде некой записи, очень похожей на запись его имени, или даты, которую он обозначил вверху гравюры, даты издания его книги. Но не шифровал его в столь сложной монографии. Просто бы обозначил. Мы помним вверху гравюры четкий кириллический букв 1517. Таким бы образом он, скорее всего, обозначил. Это не вязь, при помощи которой изображена, написано его имя, фамилия, его высокий титул доктора. Это совсем иной стиль. Поэтому, это косвенный аргумент, но в данном случае надо учитывать разного рода аргументы, потому что прямых каких-то указаний к этому нету. Огулом, Ілля Лімешкін згенерував такі цілий шерах нових ідей, в ученні биографии Скорины, и некоторые идеи его стали признанные достижения, потому что я лечу, что локализация друкарни Скорины, так, с возможностью докладной локализации, где она находилась у Празе, каля Староместской ратуши, то мне здається, що це було прийнято супольністю, як цілком така достовірна реконструкція. И одним из выников это стало то, что на этой площади у Празе 2 года назад усталявали такой памятный знак Сигнета Скорины. Да, дело в том, что я скажу так, что памятный знак — это тоже заслуга, общественная заслуга Лемешкина. Он не просто написал статью, опубликовал эту статью, но он обращался к местным властям, то есть увековечение памяти Скорины. Дело в том, что версия, я уже сказал, нет ничего в мире скоринианы того, что, в принципе, когда-то кто-то не высказал.
Все крутится вокруг личности арендаторов типографии, которые предоставили свои услуги Скорине. Когда-то длительное время существовала версия, но это больше так в научно-популярной, публицистической литературе, что у Скорины была собственная печатня, он ей распоряжался как владелец, там он и подготовил и издал свои книги. На самом деле, более вдумчивые исследователи находили серьезные аргументы в пользу того, что не было у него собственной печатни, он ее арендовал. Вопрос заключался в том, у кого он мог арендовать. Потому что в это время действовало тогда, когда там действовал Скорина, жил и работал Скорина, действовало 3 печатни. Я так разумею, это было такой агульнопрынятой практикой того часу, что выдавцы арендовали именно эту типографию. Да, потому что это было очень дорогое дело. Это дом, это оборудование. С этой печатней, как правило, были связаны и их лица, которые принимали участие непосредственно в подготовке книг. То есть там отливщики шрифтов, там наборщики, разные ремесленные специальности, в конце концов, рабочие, которые там нажимают на рычаг для создания напечатанной страницы. Этим вопросом задавался еще Немировский. И надо сказать, что еще в 90-х годах один из белорусских исследователей, Геннадий Лебедев из Витебска, высказал предположение, это предположение было напечатано в одном из сборников, посвященное Скорине, что, скорее всего, это была печатня именно Северина. Возможно, Яна Северина, потому что его сын назывался Яном Северином-младшим. Следовательно, можно допустить, что старшего звали тоже Яном. Для того, чтобы их отличать друг от друга, один был младше, другой просто Северин. Но осталось, в принципе, дело техники, узнать, где эта печатня находилась. И эту работу провел Илья Емешкин, установил, локализовал. Очень аргументированно. По сути дела, сейчас в науке, судя по всему, нет каких-то иных альтернативных точек зрения. Во-первых, в какой печатне он печатал свои книги и где эта печатня находилась. Именно это место. То есть, если говорить, допустим, о каких-то достижениях Скоринианы, которые существуют в качестве какой-то признанной версии, это одна из них, одна из немногих. Потому что если говорить о каких-то других... В принципе, не викликає зараз на дискуссии. То есть я не бачу критики этой версии, то есть все, в принципе, приняли их. Але коли вернуться до розных інтэрпрэтацый партрэта Скарыны, то у таго ж Емешкіна яшчэ ёсць некалькі такіх радыкальных гіпотэз, якія прымушаюць нас шмат у чым пераглядаць то, што мы ведаем пра першадрукара, такая скандальная версія, тому што у нас іканаграфічна Скарына з такімі вусамі пышнымі, так, тому што тень, ці вусы, ці тень пад носам, якія на аўтапартрэце, яны проста ўжо ўвайшлі ў нашу свядомасць, што Скарына мусіць быць з вусамі. Таму што на ўсіх помніках, на ўсіх сучасных партрэтах мы бачым яго з вусамі, і тут раптам у Емешкіна ідэя, што гэта не вусы. Впервые он высказал эту идею в монографии, сборнике, которую подготовила библиотека Врублевских под редакцией Сигитаса Нарбутаса. Я также участвовал в подготовке текста к этому сборничку. Он вышел на литовском языке. Потом была презентация этого сборника в Центральной научной библиотеке, которую возглавлял. Я не успел еще доехать домой, меня супруга спросила, что сейчас по радио пошла идея, что Скорина, оказывается, не носил усов. Да, вершине всех наших появлений про то, средства массовой информации это тоже подхватили. На самом деле это тоже интересная гипотеза. Даже с этой гипотезой я скажу так. Была одна история, когда я участвовал в Вильнюсе в презентации той монографии, которую подготовила Сигитас Нарбутас. Эта презентация шла на литовском языке. Я литовский не очень хорошо знаю, я в сложных случаях просто мило улыбался, и когда заканчивалось мероприятие, кто-то взял реплику, сказал, поступили очень такие активные аплодисменты, и потом литовские коллеги мне объяснили, по поводу чего эти аплодисменты были.
Кто-то сказал, что вот если наука покажет, что Франциск Скорина без усы, он будет нашим. А если с усами, это будет белорусский. Вот. Дело в том, что... Так що ми зацікавлені тим, як все-таки він без вусами. Не хочемо давати без Карины с литовцам. точки зрения, опять же, ну, вот такого положения. Хотя на самом деле, если взять те же гравюры, многочисленные гравюры Скорины, где он изображал в своих криптопортретах, имеющие реальное сходство с современниками Скорины, кто носит бороду или усы. Например, тот же Петр Войт определил, что на одной из гравюр изображен бывший чешский король Иржеспады брат. Вот. У него четко выражены усы. Вот. Ну, что его не назовешь европейцем, очень даже европейцем. Мова йде про те, що все-таки могли носить представники элиты, как бы, вусы, как бы, то есть это было практикой для того часа. То, что, конечно, можно было, ну, на самом деле, если говорить, допустим, о моде, в том числе на усы, на бороды, ну, если касаться Великого княжества Литовского или тех лиц, которые были выходцами из Великого княжества Литовского, ну, пока, я скажу так, этой проблемой у нас никто не занимался. Вот. Ну, я подозреваю, что и иконография мало для того часа, как можно могли робить по слову. Конечно, тем более иконография, надо же иметь в виду, что иконография, она всегда имеет какой-то определенный канон. Вот, очень сильный, очень серьезный, очень влиятельный канон, потому что надо было писать и изображать лик так, как это принято. Не так, как это видит художник. Я художник, я так вижу. Вот. А именно так, как это принято. Тем более существуют разные каноны в различных жанрах. Я, например, усов не вижу. Вот. Но тут вот еще какой момент есть. Дело в том, что это не единственное изображение Скорины в его книгах. Вот. Есть еще одно его изображение, которое идентифицировал Владимиров еще в XIX веке. Это гравюра книги «Премудрость Божья», где молодой человек с длинными волосами, высоким челом стоит коленопреклоненным перед Богом, с протянутыми руками. Он или просит мудрости, или эту мудрость уже, так сказать, забирает, данное ему от Бога. Владимиров увидел в его образе Франциска Скорины. И действительно, он очень похож, если сравнить, допустим, его изображение на автопортрете, там, где, ну, бесспорно изображен Скорина. Вот. Щекотихин не согласился с этой точки зрения, потому что там, на этой гравюре к книге «Премудрость Божия», Скорина, с его точки зрения, изображен без усов. Но, опять же, усы для гравюр — это столь мелкая деталь, вот, которую изобразить очень-очень трудно. Это надо было иметь, конечно, большое мастерство резчика, вот, чтобы эти усы изобразить. Вот, поэтому вот такие сложные изображения, и они и питают мысль, и питают идеи о его внешнем образе. Кстати, есть и еще одно, как предполагают исследователи, изображение Скорины на одной из гравюр «Помазания Давида». Наши исследователи, вот мы сейчас о Лиле Мешкине говорим, но у нас есть и очень интересные догадки, которые высказали наши белорусские исследователи, в частности Алексей Шаланда. Вот. Он увидел изображение Скорины. Кстати, Шаланда, может быть, даже не первый увидел, надо проверить. Возможно, еще в 90-х годах об этом писал Полковниченко, гомельский исследователь. Увидел Скорину еще на одной гравюре. Вот. Берет, мантия, вот, и четкое изображение усов. Ну, я, во всяком случае, вижу там усы, и не только я. Ну, вот. То есть, возможно, это действительно третий портрет. Единственное, что меня смущает, что образ очень строгий, вряд ли Скорина себе так мог изобразить. Но там, да, действительно, есть человек, похожий на Скорину, с усами. Как бы там ни было, хотел ли резчик, точнее, сам автор, проектировщик этого портрета Франциск Скорины изобразить с усами или без усов, но очевидно, что усы в то время носили, это было нормой. Ну, во всяком случае, в тех гравюрах, которые мы можем познакомиться благодаря Скорине, мужчины с усами, они присутствуют. Вот. И с усами, и с бородами, вот. Как, впрочем, и без них. Скажем, на данный момент мы не можем обвергнуть так кончатково, что його не було вусов, і тому, в принципі, коли ми виявляємо з усами, то це цілком, якби, приймально знову. Я скажу так, практически невозможно доказать пока
если использовать те аргументы, которые используются, что он действительно без усов, вот, и опровергнуть, что это изображение безусого мужчины, тоже практически невозможно. Ну, я в данном случае говорю, опираясь на те факты, которые приводил, в частности, Илья Лемешкин, о том, что это, возможно, тень и так далее, и так далее. Можно тень, а может и не тень, может это действительно усы. Вот. Поэтому, если уже изображать, если создавать образ Скорины в нашем представлении, то его вполне можно создавать и с усами. Но, во всяком случае, для меня усатый Скорина, он по-прежнему в моем сознании присутствует. Ну, так, это уже такая устойчивая традиция, тому что... Вот, это устойчивая традиция. Но, опять же... Ну, мова йде не тільки про те, що ми там Скорину уявляємо по відомому автопортреті, але ж, ну, якби помніки, різні мистецькі вияви, так? І це замасувалося, якби, давайте вже допускать, фактично 100 років, якби, таким чином його виявляють. Конечно. В конце концов, давайте допускать, что усы можно сбить, эти усы можно вновь нарастить. Вот. Так у нас так само отбывается, у кожного из нас. Да, вот. Почему мы не учитываем этот момент? Это не значит, что Скорина, как только у него появились у молодого человека усы, он больше их никогда не сбривал и дожил до смерти именно с усами. Ну, так. Ну, вот. Поэтому нельзя исключать вот все эти моменты. Хочу сказать так, что Илья Лемешкин далеко не единственный исследователь, который очень-очень плодотворно работает в области скоріння. Що є таких нові підходи, якби. І ми вже згадували ім'я Олексія Шаланди, який випустив книжку з такою амбітною назвою «Код Франциска Скорини», де він фактично так само пропонує новий підход до переінтерпретації. І як спеціаліст по геральдиці, предказально він бачить там зашифровані геральдичні символи. Але, наскільки я розумію, знову ж цей підход не став таким прийнятим. Да, дело в том, что сейчас есть две конкурирующие теории относительно трактовки тех знаков, загадочных знаков, Солнце и Месяц, вот эти вот знаки, которые видны за правым и левым плечом Скорины на его автопортрете, иные знаки, которые встречаются на его гравюрах, в заставках, в том числе и в инициалах. Вот. Одна теория, ее придерживаются известный литовский исследователь Сергей Темчин и известная белорусская исследовательница, которая живет сейчас во Франции, Ольга Шутова. Они трактуют все эти знаки именно как религиозные знаки. Точнее как, у каждого из этих упомянутых исследователей есть достаточно большое количество разных нюансов. Вот. Ну, например, если взять мнение Сергея Темчина, он объясняет тот знак вот в виде трапеции на портрете как Долговский крест, вот. А тот знак, который виден над другим плечом Скорины, как треугольник и с таким элементом буквы «Т». Треугольник — это символ Троицы, а Тау-крест, который называют верхний элемент вот этого изображения, как одно из архаических изображений креста. То есть и тот, и другой он трактует именно как религиозные знаки. Книга, он переводил книги Библии, вот, он адресовал эти книги к научению, к умножению мудрости, вот, поэтому с его точки зрения и изображения на этом портрете тоже должны иметь именно религиозное значение. Вот. Так же, как, допустим, изображение Солнца и Месяца, Сергей Темчин это объясняет отсылкой к апокалипсису, к откровению Иоанна Богослову, в котором пишется о великом знамении, о жене, облаченной в Солнце, которая стоит на Луне, это Богородица. Такая трактовка. Так, якщо тут згадується, що у той же часи працював
Дюрер, який випустив ось цикл гравюр про апокаліпсис, і це так само було європейським феноменом. Да. Ольга Шутова также считает, что это религиозная символика. Ну, между Темчиным и Шутовой существуют разногласия в каких-то деталях интерпретации, но, в общем, они согласны. Другое дело, что Ольга Шутова, например, считает, что если говорить, допустим, об этом самом известном знаке в виде Солнца и Месяца, что интеллектуальная, эстетическая культура того времени была насыщена подобными знаками. Эти знаки были в геральдике, эти знаки были в книгах. Вот. То есть это очень большое количество знаков, причем, которые можно трактовать, и изображение, в основе которых лежит изображение Солнца и Месяца, которое можно трактовать, конечно же, широко. Лишь можно додать, что там мог бы быть, наприклад, яким-нибудь алхімічним знаком. У той час так само було якби часткою ведаў і поглядаў чоловіка эпохи Ренессанса. Естественно, можно и так. Войт объясняет это как символы Старого и Нового Завета. Я с ним тоже могу согласиться. А вот Алексей Шаланда настаивает на том, что это все-таки геральдические знаки, и надо сказать так, что он находится в одиночестве. Вот. Он считает, что портрет Скорины светский, следовательно, знаки, которые там изображены, они должны иметь светское значение. Вот. Один знак на автопортрете он называет гербом отца, второй гербом матери, а вот это известное изображение Солнца и Месяца — это личный герб, причем герб, который он получил в результате нобилитации где-то на территории Священной Римской империи германской нации. То есть это была такая нобилитация, то есть присвоение шляхетства, которое не передавалось по потомкам. Вот это личное шляхетство было, но это личное шляхетство тоже давало какие-то определенные преференции. Вот. То есть у него трактовка геральдичная. Вот две конкурирующие теории. На самом деле это серьезный вопрос, это серьезная проблема в том плане, что в зависимости от того, какие знаки, точнее знаки какого происхождения Скорина изобразил в своих гравюрах, зависит тот вопрос, который касается его коммуникации, потому что он в первую очередь коммуницирует со своими читателями, он преподносит свой образ. Про то есть какую стратегию он выбирает, то есть что он хочет сказать. Так? Конечно, он преподносит свой образ. Ему очень важно знать, точнее, ему важно предстать в определенном образе вот, перед своими читателями. Кто он? Допустим, или шляхтич Священной Римской империи, или, допустим, он учитель, наставник, который пытается поднять уровень морали, допустим, у своих читателей, влияя там, на разум, эмоции и так далее, и так далее. Но скажу... з іншого боку, там, коли ми можемо опертися і на текст, так? Тобто, як сам себе визначав Франциск Скорина, все ж таки, він визначав, що він хоче як чоловік, який переклав Біблію і для, ну, скажем, для простого народа. Да, так, как да, он именно так. То есть, как осветник. Да, вот. Но при этом, вот обращу внимание, вот я говорю, есть две конкурирующие гипотезы. Большинство придерживается мнения из ведущих специалистов в области скоринианы, и те, кто специально фокусировал свое внимание на этих символах, вот, преобладают точка зрения, что это религиозные знаки. Алексей Шаланда остался в одиночестве, но, вот, мне кажется, у него есть очень серьезные аргументы, которые позволяют с ним согласиться. Дело в том, что один из аргументов, знак в виде Солнца и Луны, используется в одном месте на одной из гравюр Скорины, люди Израиля со своими полками около храма Божьего в качестве знака, который должен был идентифицировать вот, данную группу людей израилевых. Там есть изображение герба Гаштольда, изображение герба Константина Ивановича Острожского, то есть современников Скорины, на знаменах, которые несут эти знаменосцы. Вот. Но в первых шеренгах, в авангарде, вот, есть два знака на знамени. Это Солнце и Месяц,
одна группа, один полк, и второй полк — это то изображение, которое присутствует на его автопортрете. Вот этот треугольник с Тау-крестом. Ну, вот. Это знаки-идентификаторы. Вот. А не какие-то условные знаки, которые передают немножечко такую слишком широкую, обширную информацию, касающуюся деятельности Скорины. Вот этот аргумент, он сугубо геральдичный, и этот аргумент в пользу точки зрения Алексея Шаланды. Я бы сказал так, мне кажется, тут зреет явно третий подход, который бы соединял бы светскую геральдику с религиозными символами. Вот. Возможно, у Скорины это выдающийся человек. Вот. Он прекрасно знал о своих способностях. Вот. Понятно, что он не пытался шифровать, как это делал Леонардо да Винчи, своей работы, он хотел быть понятен благодаря этим знакам тем людям, которые он рисовал свои книги. Возможно, он соединял в этих знаках и свои личные знаки, сугубо светские, геральдические, вот, и религиозные. Потом, обрати внимание, как он себя подает в предисловиях. Вот. Он непременно указывает, какие высокие социальные статусы он обладает. Ну, вот. Доктор в лекарских науках, доктор в вызволенных науках. Ну, вот. Это было реальное досягнение. То есть з уліком того, что для полоцкого мещанина, то это было невероятное. Это невероятно. Дело в том, что у него были серьезные основания. Вот мы вспоминаем иногда, как он получал степень доктора медицины. Вот. А представьте, что значит сдать экзамен на доктора медицины. Это надо говорить на латинском языке, это надо знать огромное количество медицинских трактатов, это надо вести дискуссию, парировать, вот, и при этом быть убедительным. Так, я бы ще додав, що це було в Падуанському університеті, який на той момент був саме престижною пляцовкою європейської едукації. Є дослідники, які стверджують про те, що Падуанський університет дав найбільшу кількість діячів Ренессансу. Да, и более того, этот университет, скажу так, он как бы специализировался в медицине. То есть в понятиях нынешнего времени это самый престижный университет. И вот именно этот престижный университет выбирает Скорина. Так, той университет, где был основан первый анатомичный театр. Да, да. То есть, если задаваться вопросом, откуда такая самая высокая самооценка Скорины, вот в том числе и оттуда. Вот. И эту самооценку он абсолютно не скрывает в своих книгах, вот, когда не только указывает на свои титулы, кстати, иногда он называет себя избранным мужем, вот, он себя чтил как последователя Иеронима Стридонского, вот, переводчика Библии на латинский язык, и Федоктиона, переводчика Библии на греческий язык. Свой образ он отождествлял с образом Луки Антиохийского, апостола и евангелиста Луки. Вот. У меня есть отдельная статья, даже посвященная вопросу моделирования образа Скорины, но там настолько очевидные параллели, что нет абсолютно каких-то иных оснований предлагать что-то иное. В предисловии к «Деяниям апостолам» он пишет о Луке, вот обратите внимание, как он пишет, что был такой муж, доктор в лекарских науках. Вот. То есть он проводит параллель с собой. Да. Вот. То есть он поравнял себя со Святым Лукою. А что Гулам хотел досягнуть Скорины, так? То есть, коли мы кажем, что он знову же лечил себе як лекар душ человечих, то есть он перекладал Библию, и чего он хотел этим досягнуть? У него было две задачи. Первая задача — это служение Богу, а вторая задача — служение люду посполитому простого языка. Это, кстати, очень дерзкая задача для того времени, потому что можно было служить, если брать, допустим, подданных великого князя Литовского, можно было служить или великому князю, государю, вот, или Богу. А он вдруг говорит, что моя служба, он даже указывает, в чем это такая служба, заключается вот в издании, в частности, этих книг, вот, это служба люду человеческому, простому люду русского языка. Во многих своих предисловиях он четко указывает, что он хочет добиться, благодаря изданию своим книгам. Умножение мудрости, добрых обычаев, вот, наука всякая правда, повышение морали. І чи не бачимо тут аналогії з дійністю Мартина Лютера, який так само
переклав Біблію на німецьку мову, каб яна была досяжною простому чалавеку. І яго галоўная такая праграма была, скажем, маральнага абнаўлення грамадства, як бы адыход вот это такой деградации, як он бачил, католицизму и моральная реформа всей церкви. Очень похоже на то. Дело в том, что у Скорины, я вот специально занимался этим вопросом, ну, во-первых, нам надо отказаться о том, что Скорина, как писал, ну, кстати, один из самых вдумчивых историков философии белорусской, Семен Подокшин, якобы он был далек от религиозно-догматической трактовки Библии, проповедовал земную жизнь, и так далее, и так далее. Через каждое предисловие сквозит религиозная тематика. Он постоянно пишет о воскрешении, о вечной жизни. Вот. Ключевой темой размышлений — это мудрость, это наука всякой правды и добрый обычай. Добрый обычай. Но надо понимать, о какой мудрости речь идет. Вот. Он явно апеллирует к библейским книгам, где начало мудрости — это страх Господень. Вот. Мудрость дает Бог. Мудрость — это дар Божий. Вот. Кстати, у Скорины была еще одна цель индивидуальная — это обессмертить свое имя. Вот. Но обессмертить можно тогда, когда ты приобщаешься к высшей мудрости. Вот. Это религиозная мудрость. Потому что он дифференцировал, кстати, религиозную мудрость и житейскую земную мудрость, вот, старейшиной, которую он считал Аристотеля, но ставил ее на очень низкий уровень, считая, что она ведет гордыня, а гордыня, в свою очередь, вызывает распри человеческие. Вот. Если исходить из этого понятия мудрость, добрый обычай, он выступает как учитель, он действительно выступает как человек, который хочет изменить человека к лучшему. Вот. Он использовал, у него есть определенный набор понятий, ключевых понятий, вот, как я говорил, мудрость, размножение мудрости. В одной книге, кажется, книге Иова, он прямо говорит, вот, он издал эти книги для того, чтобы его читатели могли научиться мудрости, добре живучи на этом свете. Ну вот его, так сказать, главная задача. Вот. То есть это изменить человека. Ну, хотя, опять же, понимаете, мы говорим о Скорине с точки зрения того образа, который создан тем образом, который эксплуатируется в Беларуси. Вот. А вот, например, то есть это образ коллективной памяти, который имеет там и свой нарратив, и священный канон, и в том числе зону молчания. Вот. Ну, например, очень плохо известна у нас одна статья молодого, тогда еще начинающего историка, будучи великого польского историка Генриха Ломянского. Это была рецензия на патриотичную книгу Адама Станкевича, вот о Скорине как белорусском, да, где Ломянский прямым текстом пишет, что он не ставил абсолютно никаких задач просвещения народа. Это был исключительно коммерческий проект. Вот. Единственное, что он хотел, это получить какую-то прибыль. Вот. Для того, чтобы получить прибыль, он шел на уловки, в частности, указывал на то, что его книга якобы переведены на русский язык. Вот на самом деле это чистейший, ну не чистейший, а в основу языка положены церковно-славянские стихи. Це особливо цікаве питання, так? От яка була реальна мова перекладу. Але, ну, коли ми вертаємося все ж таки до питання інтерпретації його мотивів, то мені здається, що коли б це було просто комерційний проєкт, то це занадто складане, так, якби, бо починаючи з автопортрета і от этой всіх символіки і промовів, перенасичених алюзіями, мені здається, що тут навошта тоді гэта, коли это коммерційный проект? Дело в том, что, ну, опять же, это вопрос индивидуальности и психологического типа Скорины. Мы почему-то хотим склониться к той или другой точке зрения. Или коммерсант, вот, или духовный наставник. Я думаю, что в агулу мы можем поразмовляти тоді про феномен початкаў кнігадрукавання, тому що так ці інакш, якби, гэта заўжды быў камерцыйны проект. У том плане, что треба было знайти ресурсы финансовые, материальные, то есть организовать справу. То есть треба было иметь такой коммерцийный дух.
каб займацца гэтым? Это огромное средство, это огромная организационная работа. Вот. Смотрите, ему надо было найти, вот чтобы осуществить вот эту работу, ему надо было найти лучшие списки библейских книг, перевести. Ладно, допустим, возможно, он не знал ни еврейского, ни греческого языка, перевозил только с латинского, но в любом случае это огромный кусок работы. Ему надо было найти мастеров и ремесленников, которые могли организовать работу книгопечатной мастерской. Вот, отлично. То есть найти рисовальщиков, которые бы создали шрифт, ну, по его каким-то принципам. Найти художников, рисовальщиков и резчиков, гравёров, вот, которые могли создать ксилографии. Ему надо было найти наборщиков, которые бы, ну, скорее сам этим не занимался. Хоть мы знаем все эти образы, памятники, когда он держит этот рычаг, допустим, пресс. Вот. Вряд ли он этим занимался. У него была куча других дел, на которых он был сконцентрирован. Вот. Он организовывал работу. Это огромные трудовые, ну, как бы, если выражаться современным казенным языком, это трудовые ресурсы и это огромное вложение. И поэтому, бесспорно, он рассчитывал то, что эти книги принесут ему какую-то прибыль, которой он мог бы воспользоваться, допустим, для других каких-нибудь, в частности, богоугодных дел. Але мы памятаем, што вот яшчэ па пачатках кнігадрукавання, што это была таксама вельмі рызыкоўная справа, таму што да, і многія выпадкі, калі это сапраўды можна было на этом зарабіць, але і можна было рызыкаваць банкротством. Да, дело в том, что у Толомянского есть один, в его размышлениях есть одно слабое место. Он не учел, что Скорина действительно очень сильно рисковал. Пусть он будет купцом, пусть его коммерческие интересы – это основополагающие интересы, но он рисковал тем, что он предлагал новый способ создания книги путем печати. Вот. Он предлагал новые образы. Ну вот, потому что его гравюры, его заставки, его инициалы, они абсолютно не соответствуют тем принятым, которые существовали в рукописных книгах, которые бытовали в Великом княжестве Литовском. Это абсолютно другие традиции, это совсем другая культура. И Скорина, конечно, рисковал. Ну, вот. Ну, і плюс мова, якби так само, я пропонував свій варіант, яка шмат у чим заснована на церковно-славянська, але все равно якби модифікована. Да. Вот. Там очень много чехизмов, полонизмов. Бесспорно, риски сплошные. Дело в том, что в Великом княжестве Литовском господствуют еще идеи старины. Вот. Люди привыкли если говорить о книге, допустим, пользоваться такой книгой, которой пользовались их отцы, их деды, их предки, то есть привычные, там с привычными восточнославянскими заставками, вот, привычными византийскими канонами. Вот, рукописную книгу, вот, потому что вот эти новые технологии, они действительно могли вызвать некое недоверие, они могли вызвать і неприяття. То есть, был огромный риск. Це так само цікаве питання, як були усприйняті книги Скорини, поскольку, ну, ясно, що він, ну, орієнтувався на їх поширення, ну, більш-менш масове, коли ми можемо казати, на ті часи, якби, тому можна назвати такою масовою продукцією, так? Тобто вони повинні були продаватися, уживатися, читатися і так далі. А чи можемо ми зробити от некі основи, ну, як була усприйнята ця ініціатива Скорини, чи вона отримала якби підтримку серед аудиторії, на яку він орієнтувався? Бизнес-проект. Ну, пока для таких уверенных суждений у нас нет данных. Вот. Но скажу так, я бы не сказал, что это был неудачный бизнес-проект, потому что, ну, например, в первой половине 16-го, ну, не первой половине 16-го столетия, в 16 веке тоже Супружский монастырь, вот, который находился в пределах Великого княжества Литовского, он обладал экземплярами этой книги. Монастырь,
Более того, в 90-х годах, если не ошибаюсь, Георгий Яковлевич Коленченко издал книжку, где я, в частности, привел данные о бытовании книг Скорины, в частности, на территории России. И надо сказать, что, ну, тогда Московского государства, и надо сказать, что она была достаточно популярная там, за пределами, за восточным пределом Великого княжества Литовского, несмотря на то, что есть версия, очень правдоподобная версия, что Скорина целенаправленно ездил в Москву для реализации тиража своих книг, но его постигла неудача. Вот. Да, скорее всего, это был Скорина. Вот. Но надо сказать, что списки с его книгами, списки с его книг вот, в рукописном виде вот, активно бытовали. И до сегодняшнего дня сохранился рукописный свод вот, его книг, который датируется, в частности, второй половиной XVI столетия вот, на территории украинских. Это там целый свод, который имеет достаточно такую, ну, более-менее четкую хронологию. То есть книги его читались, переписывались, но на основе тех данных, которые есть, ну, трудно сказать, был ли это коммерческий успех. Тот коммерческий успех, который... З іншого боку, ми так само бачимо, що Скорина не покинув по собі учнів, які притягували його справу, і ми бачимо, ну, таку паузу, так? Тобто, вже якби наступні книговидавецькі проекти починаються значно пізніше, тому що Василія Тяпінська, самого Будного, тобто, і якби це не посередний протяг, це фактично нове заснування книгодрукування. Но вот если исходить из этой точки зрения, из такой вот перспективы, то, скорее всего, не было громкого успеха. Вот. Более того, известен факт, когда он был в Пруссии и как медик боролся с английской лихорадкой, кстати, получил высокую оценку со стороны прусского герцога. Вот. Вначале получил высокую оценку, а потом упрек за то, что Скорина увез оттуда врача-иудея, ну вот, и типографа. В Великом княжестве Литовском, даже в Вильне, вот, столице этого государства, самый прогрессивный, продвинутый город, не было тех, кто мог бы помочь, ну, если не в расширении его деятельности, то, во всяком случае, в продолжении его деятельности. Вот. И в конечном счете вот, мы привыкли считать, что вот Скорина патриот, он не мог никак без своей родины, но на самом деле между 1532 и 1538 годом Скорина, забрав своих детей, оставив свое имущество, земельное имущество, он покидает пределы Великого княжества Литовского и больше никогда не возвращается туда. Он не смог, такое чувство, что он не смог себя реализовать тут, вот, в тех ідеях, которые он хотел реализовать. А з іншого боку, коли ми кажемо про які нові знаходки, то весь можна згадати, що у Чехії зараз така досить певна хваля якраз знаходок про синов Скорини, так? Тобто, і особливо про Симеона Руса, які знову ж ідентифікував себе як походженням з Полоцка. Тут от цікаво, що заховується вот эта символічна отсилка, що чоловік, який там фактично все своє життя вже, я кажу про сина Скорини, живе в Чехії, але завжди підкреслює в своїх документах, що він з Полоцка. Я вот не помню детали. Знаете, что меня немножечко обескураживает вот, в его имени? То, что он не унаследовал имя, просящее, ну, можно сказать, даже фамилию своего отца. Ну, вот. Он называется Симеон Рус. Была какая-то эпопея одно время, когда искали носителей фамилии Скорина, потомков Скорины. Но на самом деле потомство, судя по всему, дал только Симеон, вот, который никогда Скорины не именовался. Он был просто русом. Поэтому, если мы хотим найти потомков Скорины, то надо искать этих потомков среди носителей фамилии Рус или что-то вроде такого. Ну, вот. Тут характерен какой факт. Кстати, я уже давно вот акцентирую внимание на такие моменты, роль отца, хранителя профессиональных каких-то тайн, секретов. Вот. Дело в том, что Симеон Рус, он пошел по стопам своего Ну, отца. так, тобто он был медиком, он был садовником. працював професійним медиком, і так само закладував
такі ботанічні аптекарські сади. Фактично, якби шмат Да, чим переймали он, ті практики. Ну, там трудно какие сказать заслои по тем батьки. документам, то ли это ботаничные сады, или это простые сады, но то, что он фигурирует садовник, садовник и служил разным лицам вот, на территории Чешского королевства, вот, это очевидный факт. Ну, вот. Но опять же, тут вопрос, опять же, культуры, возможностей Скорины. Вот. Когда писали о том, что там Скорина якобы превзошел свое время. Ну, вот. Но часто бывает, что люди, которые хотят сделать очень много хорошего вот, на своей родине, к сожалению, реализоваться не могут. Вот. Ну, я думаю, вот, видимо, тут это мы бачим шмат параллелей и сучасности. Да. Это вопрос о том, что хотел Скорина, учел ли он свои возможности, учел ли он свои силы, вот. Ну, а если не учел, то что, в принципе, чем это закончилось? Закончилось тем, что, получив, кстати, очень серьезные привилегии от короля польского великого князя Литовского, согласно этим привилегиям он освобождался вообще от платежей повинности и юрисдикции, даже мещанской, то есть он получил право быть способным исключительно персоне великого князя, вот, он забирает детей, жены, скорее всего, в это время не было, он оставляет имущество, которое сохранялось еще длительное время, он мог претендовать его, и уезжает в Прагу. Вот. Уезжает в Прагу, прожил, судя по всему, достаточно долгую жизнь, конец... Ну, то есть да, ми його можемо 1551. отисеміть з тим італійським садовником, який закладывал королевский сад в Празе. Дело в том, что эти документы были достаточно давно известны, но никто не мог поверить, что это мог быть Скорина. Вот. Вот мы часто в начале беседы упоминали Илью Мешкина, он уверен, вот он пишет, что это действительно под видом того якобы итальянского садовника, вот Франциско работал, Франциско Ну, Рено. я думаю, це цілком реально, тому що тоді була мода, менавіта якби з Італії расповсюдживалися сады, то есть это вот было место, ну, где оно так где-то моделировалось, так, и потом транслировалось на іншие країни. І то есть, якби, і ти, коли описуєш себе як італійського садовника, то ти означає, що ти маєш непосередній доступ до першокриниці, то есть это надаває, ну, особливый статус. Да, престиж, то есть иностранец, вот, из тех мест, где... Так, это не то, что там еще не с Полоцка, так и приехал закладывать конечно, сад, да и сейчас скажут того, что нам это ну, не конечно, то, кому повинно довершать такую ну, справу. естественно, да, то есть он вряд ли отбор прошел на должность этого садовника. Ну, дело в том, что я не знаю, никто не знает, что стоит за мотивом выбора именно персоны Франциско Скорины, но однозначно, если Скорина что-то и преувеличил, то не слишком много. Вот. В Италии он был, степень докторскую он получил именно там. Ну, вот. Латинский язык он знал, возможно, он знал и итальянский язык. Вполне он мог выдать себя за итальянского садовника, имеющего опыт работы, вот, некий стаж. Но, понимаете, других кандидатур вот, на эту должность королевского садовника Фердинанда Габсбурга вот, пока еще наука никого не предложила. Вот. Или это некий Франциск итальянец, или Франциск Скорина, что нам не дает возможность увязывать того садовника и Франциска Скорины. В конечном счете, тот документ абсолютно достоверный, который был издан в 1552 году, и в котором Скорина уже фигурирует как покойный, он прямо назван садовником королевским. Так. Да. Ну, вот. А вот А ті є хоч некі мінімальні шанси все ж таки знайти могилу Францишка Скорини? Ой, да, очень эта идея была популярна, она и сейчас популярна. Есть, я думаю, ну, знаете, как в одном фильме, если у меня шанс, вот, есть 1 из 10 тысяч. Вот. Ну, судя по всему, это такой или примерно такой, выше, ниже. Я думаю, есть. Ну, если честно, я вот говорю об этом неуверенно, потому что я иногда не понимаю, почему именно туда направлена энергия многих людей, которые могли посвятить каким-то другим себе поискам жизнедеятельности в его земной жизни. Вот. А во-вторых...
буде знайдена могила, то можна ще і канонізувати його туди. Ой, нет, канонизация, не, я не знаю, ну Я тоже, зачем, конечно, зачем, перебольшую, але якби, то есть, ну, могила, то все ж таки то, что, ну, створяє некое место памяти, так? То есть, Это будет одно из мест памяти, не более того, не более того. Ну, вот. Ну, ее, во-первых, надо хотя бы найти какие-то ориентиры, и потом доказать, что это, да, действительно, вот то место. Да, может быть, обнаружатся останки Скорины. Вот. Можно было бы сделать по его черепу, там восстановить облики, сравнить, допустим, с тем обликом, в котором он представлен, допустим, на той гравюре. То есть, ну, в принципе, такое теоретически может быть. Ну, если честно, я в этом плане пессимист. Вот, потому что, ну, понимаете, сотни тысяч людей ушли из этой жизни. Вот. Мы не можем найти иногда могилы ну, своих соотечественников вот на территории Беларуси, где, в принципе, может быть, проще было бы это сделать. То есть та земля, которая оставила курганы и так далее. І так ну, але далі. треба сказати, що все ж таки у Чехії куди більша степень захованості вот это історично-культурного ландшафту, чим у Білорусі, де у нас все було понищено войнами. Может быть. Я в любом случае желаю успехов тем, кто ищет эту могилу. Вот. А от що б ви порадили, де шукати? Якби, от, які аспекти біографії Скорини, цього праці, дати часу, ну, при тим, що ми вже бачимо, кілька працювало різних дослідчиків, ще залишаються невисвітленими, що ще можна покопати, що ще можна знайти? Не могу каких-то давать таких серьезных рекомендаций. Вот. Я не знаю, не могу сказать, не владею деталями, но кажется, Скорина не был бы, как только он второй раз уехал в Прагу, вот в 30-х годах, в Праге погиб его один ребенок, он поставил на ноги второго своего ребенка, судя по всему, со своей специальностью, как доктор и садовник, он мог реализовать себя именно там, в городе, в густонаселенном городе. Вот. Скорее всего, если нет каких-то особых нюансов, каких-то особых обстоятельств именно в Праге, вот, возможно, и следовало бы искать. Вот. Это может быть какой-то храм, но не обязательно. Вот. Потому что я не знаю, каков был статус, авторитет Скорины, допустим, в Праге. Вот. Но для пражан, может быть, он ничем не отличался. Вот. Для нас он, да, действительно герой с точки зрения того вклада в распространение все-таки королевский священного... садовник – это все-таки статус. Ну, к этому королевскому садовнику были претензии, вот, что это не растет, и то не плодоносит, вот, поначалу. Вот. Ну, на все нужно время, тем более это сад, и плюс это те растения, которым надо адаптироваться. Вот. Ну, в принципе, да. Он и в той грамоте, которая упоминает, в грамоте, которая была издана Симеону, которая давала ему возможность найти имущество своего умершего отца, вот, он назван королевским садовником. Но, правда, там из этого текста не следует, был ли он до последних дней этим садовником, потому что, скорее всего, он был назван таковым, как человека, который был когда-то вообще причастен к этой деятельности. Ну, плюс это достаточно высокий статус, может быть, самый высокий статус, который имел в той же Праге. Вот. Поэтому он таким образом был упомянут. Но умер ли он королевским садовником или занимаясь активно, например, своей докторской деятельностью, вот трудно что-либо сказать. Вот. Ну, в любом случае, как я говорил, что было бы прекрасно, вот, но вряд ли стоит концентрировать все силы именно на этом поиске. Хотя я соглашусь с тем, что в процессе их поиска, как всегда, что-нибудь интересненькое появляется. Да. А ці має сенс розпрацьовувати датський слід, так? Тобто, тому що є одна таємнича згадка Скорини як секретаря короля Дакау, Дация, и, ну, основная все-таки версия, что он мог быть секретарем датского короля, так? То есть... Есть. И вот Олеся Анатольевич Жлудко, это один из наших специалистов по деятельности и жизнедеятельности Франциска Скорины, один из публикаторов, научный редактор
такого обернутого сборника Скорины о документах и сведчениях. Вот, он уже на протяжении многих лет эти следы разыскивает. Вот. Ну, я не скажу так, с моей точки зрения, что эта проблема как-то решается положительно, то есть какой-то след появился, этот след становится все более четче и четче. Но, опять же, скажу так, ничто не мешает нам предполагать, что он действительно мог быть секретарем датского короля какое-то время. Тем более, что эти должности секретарские, они были популярны у молодых людей. Другое дело, почему Дания. Ну, есть версия, есть мнение, которое высказывала Ольга Шутова, что тот университет, где он мог получить, допустим, степень доктора вызволенных наук в Кракове, он был еще не доктором. Это университет в Копенгагене. Вот. И там могли заметить молодого человека, или сам этот молодой человек мог себя каким-то образом проявить в силу тех или иных каких-то личных или иных каких-то интересов. Вот. Потому что сведений как будто скорее немного, но загадок тоже много. Ну, загадок всегда много, которые касаются тех личностей, которые нам очень интересны. Вот. А скорее не так-то уже и мало известно, собственно говоря. Но когда задаешься тем или иным вопросом, больше и больше тех вопросов, на которых То мы есть не можно сказать, получаем что чем ответы. больше мы выучаем биографию Францишка Скорины, тем больше у нас питаний. Да, Конечно, после... я вспоминаю одну публикацию, она такая чисто публицистическая. Смысл такой: о Господи, как мы мало знаем о Скорине, вот, и так мало о нем написали. Ну, на самом деле, если говорить о Скорине, то это тот исторический деятель, о котором в Беларуси написано больше всего. Абсолютно большинство. О советских деятелях так не писали, как писали и пишут о Скоріні. Так, і ми можемо зауважити, що і зараз шмат пишуть так. И вот мы уже мерковали, что апошними часами появляется против публикации. Так, дело в том, что да, я когда-то думал, что тогда, когда я поступался к тематике Скоріні, что есть определенный цикл, когда историки, в том числе профессиональные, обращают взор на Скоріну, это какие-то юбилейные даты. Там 25-й год, 67-й год, ну, вот, там 86-90-й год, когда отмечался юбилей Скоріни, вот, очередной, но нет, вот. В эти годы много шума, но профессиональные исследователи, они, ну вот, например, литовский исследователь Темчин, вот, он не участвовал в каких-то шумных акциях, вот. Но у него регулярно выходили и выходят статьи, которые касаются Скоріні. Вот. Более того, он в последнее время собрал эти Скоріны под одной обложкой, включил еще кое-какие неизданные свои работы и издал в виде книжки. Не, ну, Кстати, бачимо, на що русском Скорина языке. теж все-таки постать такая не просто цікавая белорусам, так? То есть это масштаб такого, скажем, Так европейского это интеллектуала. без преувеличения. Да, нельзя сказать, что мы тут уже как-то слишком уже создали какой-то искусственный образ выдающегося деятеля белорусской истории. Нет, абсолютно. Она интересует и литовских, и украинских, понятно, белорусских, и чешских, и итальянских исследователей. Но другое дело, что больше пишут вот именно эта группа исследователей в силу тех или иных причин. Мне падаецца, што якраз менавіта тут шмат у чым апрацоўваецца новая метадалогія, якая не ўласцівая, скажем, беларускай гістарыяграфіі. То есть, калі мы кажам, напрыклад, пра аналіз візуальных крыніц, мне здаецца, што тут выпадак вылучэння у першую чаргу іканаграфіі пакінутай Скорынам, это тое, што фактычна такое некае нават новае поле даследавання. Да, речь идет, я понимаю, о его криптопортретах, так называемых. Хотя надо сказать, что первые кирпичики были положены как раз-таки Владимировым, вот, а в 90-х годах белорусским исследователем Полковниченко. Но, тем не менее, на эту тему более всего и активнее всего отозвались в наше время белорусские, чешские исследователи главным образом,
да, именно они, потому что я не припомню, да, белорусские и чешские исследователи. Вот. О чем идет речь? Дело в том, что Скорины, гравюры Скорины, они интересны еще каким моментом. По мнению, не только авторитетному, но очень хорошо подкрепленному мнению профессиональных исследователей, в портретах Скорины мы можем увидеть образы реальных людей. Вот. Ну вот существует скориновский портрет. Владимиров когда-то высказал предположение, что на гравюре книги «Премудрость Божья» тоже изображен Скорина. Ну, вот. Ну, в принципе, на этом все остановилось. А вот начиная с 90-х годов различные образы реальных людей в лице библейских персонажей ученые начинают замечать систематически. Ну, например, Полковниченко в 90-е годы, в конце 90-х, если не ошибаюсь, увидел в образе пророка и священника Самуила римского папу Юлия II. Эту идею, кстати, с этой идентификацией согласился Петр Войт, который, в свою очередь, увидел в библейских персонажах гравюр Скорины образы и Владислава Ягеллончика, и Людвига Ягеллончика. У Лемешкина тоже есть одна идентификация Карла V, будущего императора Священной Римской империи, в образе, естественно, Соломона, который строит храм Господень. Ну, вот. Очень интересно, кстати, есть идентификации, но не из области криптопортрета, а немножко из другой, но касающийся вот этих идентификаций у Алексея Шаланды, ну вот, который на одной из гравюр увидел изображение, еще одно, очередное изображение, ну в данном случае третье, самого Скорины и, что интересно, двух его помощников, резчиков-гравёров, ну вот, одного из которых он отождествляет с автором монограммы, вот этой той монограммы, которую мы вот, в самом начале обсуждали, то ли МТЗ, то ли ЗТМ, то ли МП и так далее, и так далее. Ну вот. Причем в лице этого резчика он видит, это интересная мысль, отца Петра Мстиславца. Ну вот. Но у него есть очень серьезные доводы. Нет, это предположение. Но это то предположение, которое не хуже, не лучше, чем, допустим, там мнение Лемешкина относительно даты рождения Скорины. Ну вот. А во втором образе он видит еще одного гравера-резчика, автора большого количества гравюр, резчика, который выступал под монограммой АВ. И, кстати, я не знаю, у Алексея Шаланды иногда проскальзывают, ну, я бы сказал, гениальные вещи. Он действительно, анализируя один образ, вот, видит в этом образе, вот, шихтель, вот, то есть это инструмент резчика. Вот. И монограмму. Монограмму, ну, она для меня читается очевидно, то есть это та монограмма, которая, ну, подсказывает, что вот это тот человек, который выступает в других гравюрах под этой монограммой. Вот. То есть очень интересная вещь получается. Это, ну, по сути дела, что новые источники по истории скориняны. Поэтому я бы выделил вот в отдельное направление, отдельно зарождающее, я не знаю, будет ли иметь оно перспективы, но во всяком случае то, что мы сейчас имеем, ну, вот, это уже достижение. Вот. Это можно было бы собрать в каком-то отдельном издании, которое посвящено вот этим криптопортретам. Вот. Более того, некоторые изображения на гравюрах Скорины имеют явно черты реальных людей. Но другое дело, чтобы идентифицировать этих людей, вот, сравнить эти черты. Вот. Надо, конечно, провести огромную работу, но эта работа, ну, пока вот началась и закончилась на гравюрах Скорины. Вот. Дальше не пошла. Но в любом случае, сама заявка, само это послание, которое брошено в научное сообществе, очень-очень перспективное. Вот. И я думаю, ну, так или иначе, в будущем кто-то и отзовется вот этими исследованиями. Но скажу так, корни вот этого направления все-таки в Беларусі. Вот. Дякую, Олександр, за розмову. І мені здається, що наші глядачі бачили, що на от у такої постаті, яка всім відома і, здавалося б, настільки агульновідома, що тут нічого нового сказати неможливо. Ми бачимо шмат таємниць,
шмат праблем інтэрпрэтацыі і шмат адкрыццяў, так? І хутчэй за ўсё вот эта праблема Францішка Скарыны і надалей будзе такой плённай праблемай для далейшых даследаванняў навукоўцаў не только з Беларусі. Я надеюсь, спасибо большое за предложение, за возможность высказаться относительно Скорины. Ну, скажу так, что эта персона влечет не в силу, опять же, каких-то требований времени, она действительно очень интересная. Вот. Очень интересно. И даже, я сказал так, интересная даже не столь его деятельность, сколько личность. Потому что за всеми этими нюансами, за всей его работой, за вот этим огромным интеллектуальным продуктом спрятана личность Скорины. Его мотивации основополагающие, какая-то иерархия мотиваций. Вот, его деятельность, очень активная деятельность. Вот. Это сама личность. І спадзяюся, што мы вот крыху падступіліся да расшыфроўкі асобы Скарыны ў нашай перадачы. І дзякую ўсім за ўвагу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, глядзіце на новыя выпускі.